Расширение полномочий президента, сокращение числа депутатов, Народный Курултай и Конституционный суд как отдельная единица. Проект новой Конституции на сайте Джугурку Кенеш опубликовали накануне. Вместе с ним законопроект о проведении референдума в один день с президентскими выборами 10 января. По словам одного из авторов инициативы, депутата Мирлана Бакирова, это делается с целью экономии бюджетных средств, а также с тем, чтобы избранный президент начал свою работу уже в соответствии с новой Конституцией. Согласно новой редакции, назначать и увольнять премьер-министра и формировать состав и структуру правительства будет президент. По сути, он возглавит исполнительную власть, но назначения будут осуществляться с согласия парламента. Я думаю, за десятилетнюю вообще систему управления в Кыргызстане мы живем в системе управления парламентско-президентской. Так как президент тоже избирается всенародным избранием, все равно народ ждет от президента изменений, от президента каких-то действий, экономики, границы, взаимоотношения, межгосударственные отношения. Развалины сколько коалиций, изменений, сколько правительства, ни одна фракция или ни одна коалиционное большинство не несла ответственность перед народом и перед избирателями. Поэтому на сегодняшний день должно ответственность брать на себя президент, который также исполняет, также возглавляет работу правительства. Увеличивается и количество президентских сроков. Одно и то же лицо теперь может избираться на 2 срока по 5 лет. Но по итогам ближайших выборов президент избирается на 6 лет. Это будет засчитано как один срок. В случае досрочной отставки президента его полномочия предлагается временно передавать премьер-министру, а не спикеру парламента. Предлагается сократить число депутатов до 90 человек, избираемых также на 5 лет. Порядок их избрания будет устанавливаться отдельным конституционным законом, в котором будет прописано, сколько из них будут избираться по мажоритарной системе, а сколько по пропорциональной. Из основных нововведений стоит также отметить создание Института Народного Курултая как совещательного, консультативного и координирующего органа народовластия, который будет заслушивать отчеты президента Торага Джугурку Кенеша и вносить предложения об отстранении тех или иных должностных лиц. Однако его решения, как пояснил Бакиров, будут иметь лишь рекомендательный характер. В списке инициаторов документа значится 80 фамилий депутатов, однако, как выяснилось, некоторые из них о том, что их подписи стоят под документом, узнали сегодня из соцсетей. Ушул долбоорго автор болуп калганымды мен кечинде соцсеттерден окудум. Измененная редакция Конституции была размещена на сайте Джугурку Кенеша. Там было 80 депутатов, включая мою подпись. Но я не подписывал проект. В предыдущие дни депутаты сообщили, что собирают подписи по внесению изменений в Конституцию. Я подписался, чтобы увидеть процесс изнутри, отстоять позицию парламентаризма. Однако, когда вчера в Джугурку Кенеше я попросил черновик, то мне показали уже готовый проект, на что я запротестовал и ушел. Это могут подтвердить и депутаты, стоявшие там. Я всегда поддерживал парламентаризм и не отклоняюсь от этой позиции. Токтошев добавил, что не знает, кто готовил проект, и что он был опубликован на сайте Джугурку Кенеша без обсуждения и учета мнения депутатов. Не видел этот документ и не участвовал в его разработке и депутат Исава Муркулов. Но мы случайно оказались инициаторами. Как это случайно? Ну вот так вот. Из-за референдума, а потом что-то у нас написали в этот... А вы не ознакомливались, да, Исаак Школович, получается? Не видел я еще. А сам текст не читали, да, не смотрели, что там предлагается? Нет, не смотрел. Член ЦИК и доктор юридических наук Кайрат Османалиев напомнил о том, что подготовка к предыдущему внесению изменений в Конституцию шла несколько месяцев. В итоге мы имеем документ, который сейчас хотим поменять. Смущает эксперта некоторые моменты. В частности, передача полномочий главы государства в случае его досрочной отставки не спикеру парламента, как сейчас, а главе правительства, функции которого во многом, согласно новой редакции Конституции, отходят президенту. Кроме того, не были учтены многие другие нюансы, как, например, борьба с коррупцией. В часть 2 47 тоже нужно ввести поправки, она касается презумпции невиновности. Никто не обязан доказывать свою невиновность. И запятая добавить, да, кроме тех лиц, которые уличены в финансовых преступлениях и коррупции. Вот это будет как раз тот Архимедов рычаг, при помощи которого можно очень легко доказывать как раз таки причастность к коррупции, если сам коррупционер не может доказать свою невиновность, отчитаться по своим капиталам там, и так далее, то в этом случае
должна быть мера воздействия, как конфискация этого имущества, доход государства, и, соответственно, какие-то меры уголовной ответственности, которые предусмотрены уголовным законом. По словам Осмоналиева, многие новые положения должны стать предметом широкого обсуждения, как, например, инициатива Народного Курултая. Внимание общественности привлекла и статья номер 23 новой редакции, согласно которой печатные и электронные издания, а также зрелища и общественные мероприятия, противоречащие общепризнанным нравственным ценностям, традициям народов Кыргызстана, а также международным стандартам, будут запрещены. У многих возник вопрос, а кто будет определять рамки этих нравственных ценностей? Как сообщили в аппарате президента, проект Конституции еще будет дорабатываться с учетом мнения общественности и экспертного сообщества. Через месяц его рассмотрят парламентарии. Болот Исаев, Турган Ниязов, НТС.